В эфире «Актуальное интервью». И сегодня гость нашей студии, глава Республики Саха-Якутия Егор Борисов. Егор Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию, ответить на актуальные вопросы. И начнем, пожалуй, с события, которое состоялось буквально на днях. Вы приняли участие в заседании наблюдательного совета компании «Алроса». Расскажите, какие вопросы решались на заседании, и все-таки хотелось бы понять, насколько было трудно договориться по поводу дивидендов. Ну, тема «Алроса», она возникает почти на каждой такой встрече. Я понимаю, что наши жители республики очень трепетно наблюдают и следят за ситуацией в компании «Алроса», тем более прошлый год был достаточно серьезный и драматический по отношению с учетом аварий. И мы думали, что последствия по итогам года будут достаточно большие, но компания принимала очень много дополнительных мер, чтобы общие темпы объема производства не падали, и меры принимались, и, соответственно, наблюдательный совет и самоуправление очень много работало. И вот эти вопросы мы обсуждали на наблюдательном совете. И, кроме того, мы обсуждали вопросы подготовки к годовому собранию. Это самый главный вопрос, потому что кроме отчетов, кроме подведения итогов, там решаются вопросы дивидендов. Ну, во-первых, надо сказать, что 2017 год, итоги которого мы предварительно обсуждали, они оказались рекордными по объему добычи. 39,6 миллионов карат алмаза было добыто, это рекордный показатель. И, соответственно, объемы продажи тоже не снизились. Это за счет других, скажем, предприятий, подразделений компании, это имеется в виду и Удачного, Айхала, Накынского рудного поля. Все это результат работы самого коллектива и руководства компании. Что касается дивидендов, на которые мы обычно очень много спорим, много обсуждаем, мы нашли общий язык, прежде всего, с правительством Российской Федерации, потому что они тоже акционеры, и в основном решение зависит от позиции двух акционеров, это имеется в виду правительство России и правительство Якутии. Мы вместе контролируем как государство. И договорились о том, что 50% в этом году чистой прибыли пойдут на дивиденды, а чистая прибыль получилась более 70 миллиардов рублей. Это очень важный показатель, и в результате 50% это будет примерно 38,6 миллиарда рублей. Это вот как раз та часть дивидендов, которые пойдут акционерам. А мы знаем, что Якутия – это 1/3 общего объема акций, из них 25%, 1/4 – это правительство Якутии, и 8% – это наши 8 улусов. Если мы разделим, то примерно правительству Якутии в бюджет республики попадет где-то 9,6 миллиарда рублей из этого объема бюджета республики. Это очень важный показатель, и мы за это, конечно, боролись. И мы очень радуемся, что все-таки дивиденды получились неплохие. Это во-первых. Во-вторых, мы на этом заседании впервые обсудили очень серьезно вопрос, связанный с развитием гранильной промышленности. Гранильная промышленность в последние десятилетия в Российской Федерации испытывает очень большие трудности. Это связано и с налоговым законодательством, и другими факторами, в том числе мы не можем конкурировать и с нашими заграничными конкурентами из-за этого. И все-таки было принято решение, это мы на примере ведущего предприятия в Российской Федерации АО «Кристалл» Смоленской, и было принято решение, чтобы рекомендовано, наблюдательным советом поддержано, передать это АО «Кристалл» или продать АО «Кристалл» компании «Алроса», чтобы «Алроса» сама по себе поддерживала гранильные предприятия Российской Федерации. Вот вы озвучили цифру 9,6 миллиарда рублей. Насколько эта цифра отвечает плановым показателям бюджета?
Да, но мы, честно говоря, примерно на такую же сумму и рассчитывали. Где-то 9,6, 10 с лишним миллиардов рублей. Но мы всегда планируем, всегда рассчитываем на более оптимистичные цифры. Но цифры получаются близко к тем, которые мы прогнозировали. Поэтому остаемся достаточно довольны. Ну, то есть республике удалось отстоять свою позицию? Да, но мы еще пытались долю дивидендов увеличить до 58% от чистой прибыли. Но потом, если вдруг будем испытывать определенные сложности, этот вопрос мы до конца года еще поднимем. Хорошо, теперь хотелось бы, Егор Афанасьевич, коснуться вопроса, который последний месяц активно муссируется. Это ситуация вокруг компании ТЭК в связи с задержанием руководителя группы «Сумма». Вот как в одном из интервью нашему телеканалу вы говорили о том, что позиция у республики принципиальная, надо работать, следить за ситуацией в компании. Вот что на сегодняшний день мы имеем? Но мы пока сегодня, с учетом нашего разговора в начале событий на уровне председателя правительства республики, парламента республики, во-первых, в организационном плане мы все взяли под контроль, имеется в виду и с точки зрения нормативно-правовых актов, с точки зрения депутатского корпуса, с точки зрения правительства, потому что мы видим определенные риски. Если вдруг события будут развиваться не по тому сценарию или не по тому направлению, то нам придется принимать какие-то превентивные или конкретные меры. Новые руководители, которые пришли, они заверяют о том, что компания будет добывать, компания будет выполнять свои контрактные обязательства и так далее. Но все-таки в зависимости, какие цели и задачи ставят перед собой эти руководители, будем прослеживать ситуацию. Главное то, что руководство сверху, как дочернее предприятие, там мы чувствуем какие-то определенные тоже есть замешательства, потому что если раньше более жесткое управление было со стороны Суммы, то сегодня появились какие-то акционеры, то с Лондона, то еще с Москвы, то еще откуда-то начинает вмешиваться. Поэтому все это должно контролироваться. Вот это нас беспокоит. А так, в целом, компания сейчас работает в таком же режиме, как и раньше. У акционеров и у кредиторов есть понимание о социальной значимости компании. Да, договоренности компании. Сегодня достигнуты. Хорошо, спасибо. Ну, теперь к вопросу занятости. 2018 год вы объявили годом содействия занятости населения. И не секрет, что много внимания уделяется трудоустройству местного населения в крупные предприятия нашей республики, которые осуществляют свою деятельность на территории республики. Квартал уже один прошел. Можем говорить о каких-то результатах? Но эта тема, она в современной истории Якутии и Российской Федерации вечная тема. В условиях рыночной экономики наличие безработицы – это явление сегодня как бы постоянное, потому что есть конкуренция, есть предприятия, которые развиваются, которые разваливаются. Поэтому проблема, она постоянно присутствует. И в условиях Якутии она достаточно обостренна, потому что все-таки у нас есть определенные особенности. Это связано прежде всего с нашим сельским хозяйством, сельской местности. Там нет у нас расширенного объема производств. Есть только моноотрасли, где полностью занять людей достаточно сложно. Здесь, конечно, спасает больше всего бюджетная система, в которой работает очень много людей и само сельское хозяйство. Это, во-первых. А в промышленных районах это в зависимости от перспективы развития региона, отрасли, тоже сегодня возникает проблема. В частности, мы вспоминаем развитие города Нюрнберге, когда лет 10 назад мы начинали уже паниковать о том, что как будем занять людей, где живут десятки тысяч жителей города Нюрнберге и района, где живут десятки тысяч людей. Или мы в последнее время, вот с учетом аварии в Мирнинском районе, где основное производство Мирнинский как бы закрыт, и, соответственно, создаются проблемы. Вот эта вечная проблема,
которые требуют постоянного внимания и решения. И, соответственно, мы должны сегодня делать ставку для того, чтобы государственная политика по обеспечению занятости населением, она должна все-таки постоянно находиться под вниманием, под контролем правительства республики. И с учетом всего этого я этот год объявил все-таки годом содействия занятости, чтобы эта политика была сформирована на определенные, скажем, этапы наших действий в будущем. Это вопросы, связанные с организацией и привлечением, например, сельских тружеников в промышленность или непосредственно в промышленных районах создать это условие, или расширение малого и среднего бизнеса, малого производства, чтобы малый и средний бизнес решал не только саму собственную задачу, но и это был как социальный заказ. Или мы все-таки определили более четко свои прогнозы, где, когда, что будет в ближайшие годы, и в связи с этим настроить людей, что люди подбирали специальности, квалификацию с учетом этого. Вот это вся совокупность называется работа по организации занятости населения. Тем более настраивать промышленные предприятия, настраивать другие производственные предприятия, чтобы вакантные места, насколько возможно, места, которые появляются на территории Якутии, они в основном занимались с теми, которые живут в нашей Якутии. Только по узким специальностям, которые не хватает за счет отсутствия здесь специальных кадров, то можно привлекать. Это во-первых. Ну, во-вторых, что сегодня делается, какие меры принимаются. Ну, мы эту программу принимали еще в прошлом году, 2017 по 2020 годы. И эта программа реализуется. В прошлом году мы более 3000 людей трудоустроили в промышленные предприятия республики. И заключали договора там, с 5 предприятиями крупными, это имеется в виду и Эльга-Уголь, это и Колмар, это и Селигдар в Алданском районе, Алдан-Золото, и в Баймаконском районе Тарнское месторождение, где золото добывает. И все это в совокупности вот это привлекли столько народу. В этом году этот список расширился до 10 предприятий. Мы, например, можем привести как хороший пример, вот это в Верхнемунском месторождении Салросы заключили договор о привлечении местных кадров в этом направлении, и там должны создать определенный объем вакансий для местных кадров. Все это работа сегодня ведется. Мы в этом году планируем более 4000 человек трудоустроить по программе кадров промышленности. Вы знаете, у нас есть и хорошие такие на перспективу рассчитанные программы, в частности, вот мы школьников, студентов отправляем в промышленные предприятия, чтобы наши ребята ознакомились, ездили по промышленным предприятиям, в частности, в этом году мы даже ездили в Амурскую область. Я считаю это нормальным началом, и сегодня мы специально создали государственный орган, такого раньше не было, это правительственный орган, который называется Государственный комитет по обеспечению, по занятости населения республики. Этот орган сегодня очень активно начал сотрудничать с предприятиями, с организациями. И, конечно, придется очень много и дальше работать. А что касается сельской местности, то нам необходимо сегодня, там, по идее, если мы сегодня будем гарантированно обеспечивать закуп продукции и обеспечивать продажу произведенной продукции, то я думаю, что рабочие места в сельской местности легче будет открывать, именно связанные с производством сельского хозяйства. Потому что тот объем, который сегодня есть в сельскохозяйственном производстве, они намного меньше, чем в свое время мы имели в республике. Поэтому мы можем иметь возможность наращивать объемы производства, соответственно, создать дополнительные рабочие места.
Все это должно как-то находиться в центре внимания не только правительственных органов, но и муниципальных органов власти. И они должны этой задачей четко для себя видеть и заниматься. Вот вы коснулись темы аварии на руднике «Мир». Год назад была, чуть менее года назад была определенная напряженность. Удалось ли разгрузить этот вопрос? Да, в основном удалось их трудоустроить внутри компании, в северных предприятиях, в Байкале, и в Удачном. Некоторое количество уехали в Южную Якутию. Ну, и там компания сама по себе занимается, но это вопрос до конца, совсем до конца еще не отрегулирован, но эта работа продолжается. И все-таки вот из 4000 человек, какое бы предприятие крупное вы бы отметили, которое будет являться основным, скажем так, работодателем? Это все-таки, наверное, Южная Якутия, правильно понимаю? Да, Западная Якутия, Южная Якутия, ну это имеется в виду и Колмар, и золотые предприятия, и это газодобывающие, нефтедобывающие предприятия республики. С ними, с каждым сегодня имеются договора, соглашения, и эту работу мы будем продолжать. Хорошо, вот касаясь вопроса промышленности, не могу не спросить вопросов экологии, поскольку в последнее время, вот на этой неделе опять же всплывала история. Тут какая работа ведется с недропользователями в части соблюдения экологических вопросов на тех территориях, где они занимаются освоением земель, да? Это, в примеры привести, это ситуация вокруг речки Мухтуйка в Ленском районе, вот последняя ситуация с Чульманом в Неренгринском районе. Вообще экологическая безопасность и вопросы экологии, они последние годы, последнее время волнуют весь мир. И в том числе и нашу страну. Не зря Владимир Владимирович в свое время объявлял год экологии в Российской Федерации, чтобы навести порядок в экологическом состоянии страны, в том числе в регионах Российской Федерации. Мы в республике к этому вопросу и само население общества, и руководство республики уделяет особое внимание. Мы никогда не прерывали, мы никогда этот вопрос не забывали, мы все эти вопросы всегда поднимали и всегда требовали. Но экология, она должна быть такой, чтобы каждый человек, который живет на территории и работает на территории Якутии, каждый должен об этом думать и чувствовать. А то бывает так, что мы обращаем внимание только на недропользователей, все остальное как будто никого не интересует, хотя мы должны начинать со своего двора, со своего места жительства, где начинается и отношение конкретного человека к экологии. Поэтому здесь ответственность должна появляться в каждом жителе республики, начиная, скажем, с малых лет и кончая взрослыми, которые занимаются крупным производством или занимаются малым производством. Здесь разницы нет. Но мы в республике, учитывая, что Якутия – это громадная территория, уникальная по своей, скажем, красоте природой и возможностями, мы все-таки имеем значение не только для своей, скажем, для своего населения, для своего будущего, мы имеем значение и для будущего России и в целом мира, потому что это все-таки огромная территория, 2% с лишним процента территории планеты, за которую ответственность несет наша Якутия, наше население. Поэтому мы к этому вопросу всегда очень серьезно относились. И, может быть, исходя из этого, мы и принимали разные меры. В частности, мы 1/3, уже до 1 миллиона квадратных километров довели охраняемые территории в республике. Это очень важный фактор. Потом сегодня само население все-таки, конечно, защитников экологии, охраны природы становится больше, это отрадно с одной стороны, но с другой стороны, каждый из нас, любой защитник должен не забывать, что эта охрана природы начинается, еще раз повторяю, со своего двора, со своей улицы, со своего населенного пункта.
Так, а что касается крупных недропользователей, которые сегодня приходят и работают на территории Якутии, то многие недропользователи относятся очень ответственно к этим делам. Ну, в частности, и такие компании, как, скажем, и Якутуголь, и Алроса, нефтяные компании, Сургутнефтегаз, Транснефть, они в этом плане очень ответственно относятся и не жалеют финансовые ресурсы, чтобы обеспечить экологическую безопасность, делают очень хорошие проекты, которые являются передовыми на мировом уровне, и этим как бы отвечает тем требованиям, которые ставятся из законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Саха-Якутия, ну и само население, само общество у нас здесь, в Якутии. Но, с другой стороны, есть некоторые компании, с которыми нам придется очень долго работать, долго убеждать, доказывать. В частности, я помню события, когда произошло разлив нефти при проведении геологических исследований в Сунтарском районе иркутской компании, нефтяной компании. Я случайно увидел это при поездке в Сунтарский улус и сделал заявление о том, что эту компанию нельзя допускать на территории Якутии. Мы что и сделали, никакие разрешительные документы не давали, и компании мы приостановили. И в результате очень быстрыми темпами, качественно они приехали, все это убрали и почистили, и как будто там ничего не было. Вот после такого требования, после такой работы, вот они только могли подъехать в прошлом году, с нами договариваться и начинать работать на территории Якутии. Или те события, которые происходят в последнее время. Мухтуйка, Министерство охраны природы сейчас ведут работу, чтобы в реку Мухтуйка все-таки попала чистая вода. И в связи с этим, конечно, есть противоречия. Но я хотел бы сегодня, пользуясь эфиром, подчеркнуть, что многие вопросы, когда начинают возмущаться или начинают возникать, или начинают такие противоречия подниматься, то со стороны недропользователей пытаются обычно политизировать. То есть они как говорят: вот и региональные власти начинают нам сопротивляться, хотят нас давить и требуют условий и так далее. Я сегодня заявляю о том, что мы никаких дополнительных условий для того, чтобы решать общие задачи развития экономики республики, мы не ставим. Никаких политических требований не ставим. Мы сегодня говорим о том, что должен быть просто определенный порядок. Тем более Мухтуйка падает в реку Лена, это федеральная река, там площадь, где падает Мухтуйка, это зона водозабора Ленска для питья, поэтому все это должно все-таки рассматриваться более объективно и более спокойно, и это должно управляться. Поэтому мы будем дальше следить за ситуацией, обращаться в руководство «Газпрома», и думаю, что нас в этом плане, в интересах людей, в интересах населения республики это поймут. Что касается Чульмана, то я об этом узнал в социальных сетях, когда возмущенные молодые люди разместили эту картину прямо с показом, снятые кадры, то я дал сразу поручение прямо на другое утро Министерству охраны природы этот вопрос проверить, еще раз посмотреть, насколько это правда, неправда. Если это правда, то мы тоже должны ставить вопрос о том, что ситуацию выправить. Вот таким образом мы реагируем, во-первых, на обращение наших граждан, наших людей, а с другой стороны мы таким же образом занимаем ту позицию, которая прежде всего в интересах якутян. Что касается опыта такого, вот, например, помните, было очень большое противостояние населения в Мирнинском районе, где Тасыряхнефтегаз добыча добывала нефть по очистным сооружениям, по водоемам, которые нужны для очистки загражденной, скажем, среды,
то там были противостояния населения населения Тас-Юряха и недропользователями. Мы все-таки очень долго обсуждали эти вопросы. Тас-Юряхнефтегаз добыча, надо дать должное, они пошли навстречу, обсуждали с населением, провели слушания ряд и проект поменяли. В результате нашли общий язык. Вот таким образом, все-таки это, с другой стороны, мы понимаем, что насколько возможно недропользователи ищут более эффективные механизмы, которые иногда ведут к экономии средств и так далее. Но мы сегодня говорим о том, что безопасность жителей республики – это важнее. Поэтому экологическая политика, она будет выдерживаться именно с учетом интересов выдерживания законодательства российского и нашего регионального, и, соответственно, интересов наших жителей. Егор Афанасьевич, вот известно, что Якутия регулярно принимает на своей территории крупные всероссийские проекты, проекты международного масштаба. Чего ждем, к чему готовимся в этом году? Но вы знаете, что мы последние годы проводим очень много мероприятий, они имеют цели и задачи особые. Прежде всего, конечно, мы понимаем, что Якутия как субъект Российской Федерации, особенно за пределами Российской Федерации, ну и даже в нашей стране раньше мало знали. Знали только через алмазы, спортивной общественности это через борьбу, может быть, и может быть через своеобразность нашу культуру и не более. Но мы все-таки хотим развиваться, мы хотим все-таки выходить на мировой уровень, мы такие задачи перед собой поставили, и люди это понимают, люди это поддерживают, и исходя из этого и формируются те главные мероприятия, которые проводятся в республике. Конечно, у нас есть уже устоявшиеся имиджевые такие мероприятия, в частности, игры «Дети Азии». Это тот бренд, который сегодня уже Якутию подчеркивает, связанный с событийным туризмом, связанный и развитием детства, спорта. Он как-то комплексный такой вопрос, который многие удивляются. Вот, помните, когда последние игры проходили, на открытие приезжал и премьер-министр, и представители органов власти Российской Федерации. Они были приятно удивлены. Или те мероприятия, которые мы проводим, спортивные, там спартакиада. Вот в этом году приезжала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Она отметила о том, что верхневилильские мероприятия, которые она участвовала, видела, говорит, даже в Париже такие мероприятия не проводят. Это было приятно слушать, и это оставляет определенный такой положительный след для наших гостей, и в том числе потом распространяется через определенные механизмы в целом. Поэтому потом мы сегодня очень много пытаемся заниматься привлечением инвестиций и пытаемся, чтобы бизнес знал за пределами Российской Федерации, Якутии, потому что у нас очень много потенциала, и очень много хорошего, который мы хотим все-таки представить для интереса, скажем, и не только российских, но и заграничных инвесторов, кто хотел бы вкладывать ресурсы в Российской Федерации. Поэтому, исходя из этого, формируются вот наши такие планы мероприятий. Ну, в частности, что мы в этом, помните, в 2016 году я объявил о том, что в 2020 году наши игры «Дети Азии» для пробы отправляются в Улан-Батор. Поэтому получается разрыв, и я объявил о том, что в 2018 году мы проведем международные интеллектуальные игры «Дети Азии» или «Юность Азии». И это игры мы будем проводить в июле месяце в этом году. И сегодня уже заявок много. Мы эти игры будем проводить под патронатом ЮНЕСКО, под патронатом Академии наук Российской Федерации с поддержки Министерства образования и науки. И у нас
в организаторы попал и знаменитый лауреат Нобелевской премии Жарес Алферов. И исходя из этого интерес достаточно большой, и мы должны на высоком организационном уровне это провести. И эта работа подготовительная сегодня правительство ведет, и будем стараться, чтобы это запомнился, и потом опять, как и игры «Дети Азии», превратился в традиционный такой для имиджевым мероприятием республики. Это во-первых. Во-вторых, мы, вот, чтобы подтвердить свои слова по иностранцам, то в конце мая проведем здесь заседание рабочей группы Россия-Китай по проблемам Арктики. И это мероприятие тоже имеет большое значение. Сегодня Арктика становится центром внимания всего мирового сообщества, и мы от этого не хотим отставать. Совсем недавно мы Дмитрия Олеговича Рогозина, вице-премьера, провели заседание комиссии по Арктике, и мы там эти вопросы тоже поднимали. Далее у нас в последнее время и с Кореей, и с Китаем, и с Японией тоже достаточно такие тесные контакты устанавливаются. Вот совместно с Советом Федерации Российской Федерации в конце июня проведем очень большой саммит парламентариев и деловых кругов в Японии с нашими сенаторами и по главе с Косачевым, руководителем, председателем комитета по иностранным делам Сената приедет, и вот это мероприятие проведем. То есть вот это моменты, но кроме того, очень другие мероприятия есть. Мы в этом году проведем большой предолимпийский такой цикл. Я попросил все-таки спортивное руководство страны провести чемпионат России по боксу. Это очень важный момент, и это вопросы сейчас тоже отрабатываем. Если проведем, то вдруг получится так, что своего кандидата, потому что начинается с этого чемпионата России олимпийский цикл по боксу. И далее другие традиционные мероприятия, которые мы планировали, в частности ИСЭК, наши всегда это связано с событийным туризмом, мы ждем очень много гостей. То есть все это требует определенных, конечно, и затрат, но мы вынуждены и обязаны и должны заниматься такими вещами, чтобы привлечь внимание из-за пределов России или в пределах России к нашей Якутии. Но многие люди иногда спрашивают, зачем это тратится, зачем это нужно. Ну вот, понимаете, когда любой человек, который сегодня, любой коллектив, любое мероприятие, которое вызывает, скажем, повышение имиджа республики, это плюс, это дополнительные, скажем, средства, это дополнительные инвестиции, это дополнительные, скажем, на развитие республики стимул. В частности, вот смотрите, что произошло. Недавно наш фильм впервые попал в международный группы А фестиваль, кинофестиваль московский, 40-й, и занял гран-при. Это просто уникальное событие. Это фильм, который сделал очень много для того, чтобы поднять имидж республики. Хотя мы в последнее время говорим о том, что вся российская кинематография признает, что бум идет в Якутии. Но вот этот фестиваль, вот этот гран-при, приз является как бы подчеркивающим и признающим вот это наше направление. Да? Или, скажем, Сардана Трофимова стала чемпионом России по марафону. Но легкая атлетика, она как-то раньше временными успехами развивалась в республике, как бы для того, чтобы подчеркивать. А сегодня это системная работа. Все это в совокупном спортивном мире тоже. Сегодня республика уже признается как субъект разносторонне развитый, не только борьбой, не только боксом, но и другими направлениями. Поэтому все это в совокупности, вот это мероприятие, вот это события, они вызывают уважение
со стороны. А раз уважение вызывает субъект, значит, и есть определенное внимание, есть определенные отношения к этой республике. Вот этому мы добиваемся, и это нужно для нас. И мы этим гордимся, и этим славимся, это нужно для народа и для каждого человека. Спасибо большое, Егор Афанасьевич. Ну, на этой оптимистичной ноте будем завершать. Спасибо, что нашли время сегодня, пришли, ответили на наши вопросы. А я еще раз напоминаю, что в эфире актуального интервью был глава Республики Саха-Якутия Егор Борисов. Спасибо, удачи вам.